В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Еще 52 человека заболели коронавирусом в Якутии. 4 пациента с COVID-19 скончались. Более 130 гектаров леса восстановят на территории села Нюя Ленского района. Работы уже начались. Бесплатные онлайн-семинары пройдут для представителей якутского малого и среднего бизнеса. Старт завтра. «52 новых случая заражения коронавирусом выявили в Якутии. В столице региона 35 заболевших. По одному в Верхневилюйском, Горном, Ленском, Абыйском и Устьянском районах. По 2 заболевших в Намском и Чурапчинском. И по 4 в Нюрингринском и Оленёкском. Все контакты инфицированных выявлены и изолированы. Лаборатории республики за сутки провели почти 3000 исследований на коронавирус. Оперштаб региона подтвердил 4 летальных случая у пациентов с коронавирусом. К другим темам Арктический государственный агротехнологический университет подписал соглашение с дочерней компанией «Роснефть» ТАСС «Юрях-нефтегазодобыча» о восстановлении более 10 гектаров леса на территории Нюя-Ленского района. Общая площадь работ составит более 133 гектаров. В 2018 году при ВУЗе был открыт факультет лесного комплекса и землеустройства. Уже в этом году впервые в качестве пилотного проекта Арктический агротехнологический университет при поддержке Минэкологии Республики и компании «Якутлесресурс» открыли лесопитомник в селе Солянка Лёкминского улуса с проектной мощностью 3 миллиона саженцев. Ребята уже выехали, это наши студенты и наши сотрудники. Мы должны лес восстановить, очистить и 280 тысяч саженцев посадить. Это лиственница и сосна районированная. Идут переговоры с Сургутнефтегаз. В этом плане тоже большие планы. Они тоже хотят лес восстанавливать. Почему? Потому что с 1 января этого года вступил в силу федеральный закон по восстановлению леса. Отметим, что Якутия является самым крупным субъектом России, где находится более 20% лесного фонда страны. Общая площадь лесов в республике составляет более 256 тысяч гектаров или 83% ее территории. 27 сентября планируют запустить новый мост через Малую Батуобую. На возведение перехода на границе Мирнинского и Сунтарского районов в итоге ушло около года. Понтонные переправы в прошлом. На каком этапе строительства круглогодичной переправы сегодня и почему якутяне так ждут новый мост, выясняла Анна Брянская. Это, конечно, не Крымский мост, но такую круглогодичную переправу якутяне ждали долго. Именно здесь начинается большой путь от Якутска до Мирного и обратно. Строительство моста между Мирнинским и Сунтарским районами началось еще в середине 2019 года. Много лет переправа была сезонной. Зимой машины передвигались по Зимнику, а летом через понтонную переправу. Из-за дождей ее часто смывало, перевозить груз и товар приходилось на лодках. Временная переправа теперь на фоне нового моста кажется хлипкой доской. За строительство нового круглогодичного моста взялась местная подрядная организация. Она является одной из групп компании РНГ. Почти год больше 150 человек бесперебойно работали на границе Мирного и Сунтар. Специалисты признаются, строить такой масштабный объект в условиях Крайнего Севера оказалось нелегко. Вечно мерзлые грунты, конечно, основная сложность при разработке карьеров, в частности при отсыпке. Да, эти сложности бывают, то есть много грунта мерзлого, поэтому некоторые проблемы возникали, но мы, в принципе, все преодолели. Длина переправы вместе с подходами почти 3 километра. Новый мост можно сравнить с полноценным дорожным полотном. Асфальт здесь уложат по современным стандартам. Сейчас я пескостроил это, то есть удалял ржавчину с поверхности металла. Далее идет покраска, потом это будет обработка поверхности битумной мастикой, далее будет асфальт. Для строительства переправы компания РНГ приобрела асфальтобетонный завод немецкого производства. Только на его покупку ушло порядка 3,5 миллионов евро. Но затраты считают оправданным. Этот завод соответствует всем последним требованиям экологическим. То есть мы уделяем очень большое внимание этому вопросу. И именно эта установка, она наносит минимальный ущерб окружающей среде.
Сам переход через Малую Батуобию уже готов. Дело за подъездными путями. Их нужно заасфальтировать. По документам сдать объект подрядчик должен в октябре. Однако и не исключают дату 27 сентября. Можно сказать, подарок ко Дню государственности республики. Новый мост на границе Мирнинского и Сунтарского улусов – это первое звено, которое свяжет Якутск и Мирный. В этом году в общей сложности возведут 4 круглогодичные переправы через реки Тюкян, Асар-Юрях, Улахан-Мугур и Малая Батуобия. Столицы Алмазного края и республики станут ближе. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Бесплатные онлайн-семинары пройдут в Якутии для представителей малого и среднего бизнеса. Завтра специалисты центра «Мой бизнес» организуют горячую линию и расскажут, какие отчеты должен сдать начинающий предприниматель. Также в программе вебинар по вопросам сотрудничества самозанятых, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Кроме того, у участников будет возможность получить экспресс-анализ предпринимательского проекта и дальнейшего его продвижения. Спикерами мероприятий выступят специалисты центра «Мой бизнес» и агентство «Налог ЕКТ». Мы проводим вебинары, горячие линии, семинары, онлайн-подключения, круглые столы, всевозможные мероприятия, которые могут помочь малому и среднему предпринимательству Якутии. Подробнее о наших вебинарах, о том, когда, во сколько и где они проводятся, вы можете узнать на сайте малого и среднего предпринимательства Якутии. Это портал b14.ru. Если вы пропустили, не успели посетить наши мероприятия, у нас есть официальная страничка на YouTube-канале, называется «Предприниматели Якутии». Там мы храним все записи с наших мероприятий, то есть если даже вы что-то пропустили, вы всегда можете посмотреть, узнать что-то новое для себя. С 1 января этого года социальные объекты Ленского района начали передавать в оперативное управление предприятия «Гранит». Такую задачу поставил глава района. Для удобства обслуживания и рационального использования средств собрать всех под одно крыло. Уже есть первые результаты. С ними познакомился Роман Токмаков. Во дворе первой школы разрыты ямы и подготовлена площадь для облагораживания территории. Это часть плановых работ перед началом учебного года. Рабочие уже отремонтировали несколько помещений, а подрядчики из Чурапчи установили современное видеонаблюдение. Делали очень быстро, делали вот настолько грамотные ребята, им всем по 25 лет, но настолько умные ребята и собранные. И самое главное, у них задача, нам нужно за неделю сделать. Сегодня работали 6 дней. Впервые за много лет контрактными процедурами занималось не руководство учебного заведения. С начала года ответственность за ремонт и обслуживание муниципальных учреждений района взяло на себя предприятие «Гранит». Теперь под его началом 46 зданий. Поэтапно мы концентрируем в «Граните» объекты недвижимого имущества, там, земельные участки, сооружения и так далее, которые относятся к муниципальной собственности Ленского района. Вот, значит, кроме этого, еще одним основным направлением деятельности нашего учреждения является обеспечение транспортного обслуживания бюджетных учреждений, да, и, собственно говоря, самой администрации. Всего в автопарке «Гранита» 32 автомобиля. Это школьные «Газели», 2 пожарные машины, переданные Сургутнефтегазом, разная спецтехника, услугами которой пользуются как физические, так и юридические лица. В коллективе «Гранита» 94 человека. Все нацелены на предоставление качественных услуг населению района. Роман Токмаков, Анатолий Гуськов, телеканал «Алмазный край». В Якутске начинают работу фитнес-клубы. Напомним, в регионе режим ограничительных мер власти продлили до 28 августа. Тем не менее, людям разрешили тренироваться на стадионах, фитнес-клубах, тренажерных залах, а также на спортивных площадках. Главное – соблюдать социальную дистанцию. Безопасно ли посещение этих мест и как работали фитнес-клубы до открытия, в материале Саргаланы Неустроевой. Ждать открытия фитнес-залов пришлось очень долго, более 4 месяцев. За это время предприниматели стали практически первооткрывателями в сфере онлайн-фитнеса. Пока для одних предприятий ограничительный режим стал приговором, другие восприняли самоизоляцию как дополнительный стимул к развитию. В сфере фитнеса Гаврил Винокуров уже 5 лет. За эти годы удалось не только выработать собственную методику занятий, но и сформировать доверие клиентов. Кайфуем от тренировки, девочки. 1 час для себя. 3 часа. Сразу двумя руками. Без накис. Чуть-чуть усложняем. За счет нагрузки мы развиваемся.
На этих кадрах запечатлен фрагмент так называемой онлайн-тренировки в сфере фитнеса, ставшей популярной за время самоизоляции. Цена за один такой сеанс справедливо дешевле, чем в зале. Но главное – это сохранение контакта с тренером и выработанного режима. Надо быть гибкими во время коронавируса, во время таких моментов. Надо работать, надо найти выходы. И мы нашли выход. Это онлайн-тренировки. Мы тренируем через наших клиентов через Zoom приложение. У нас есть общий чат, где у нас идет поддержка. А также мы начали арендовать наши сайклы. Держаться на плаву предпринимателям также помогла и государственная субсидия. Помимо выплат, внезапно обрело популярность и платное фитнес-приложение с индивидуально разработанными программами. И все же открытие зала сотрудники фитнес-клубов ждали с нетерпением. Мы каждый раз ждали, когда нас откроют. Открыли все торговые центры, всякие магазины. И до последнего мы ждали, когда откроемся. Мы оставались, фитнес-центры, залы, кинотеатры оставались до последнего закрытыми. И сейчас мы очень рады, что начинаем работу, подготавливаем наши залы. И уже с 17 августа мы ждем всех наших клиентов. Разумеется, ограничительный режим наложит свой отпечаток на работу подобных заведений, и о полноценном возврате к обыденной жизни речь пока не идет. Например, раньше этот зал был рассчитан для тренировок одновременно 2 групп по 14 человек. Сейчас же это количество значительно сократилось. Соблюдение социальной дистанции не единственное условие работы фитнес-клубов и спортзалов. Здесь все по уже привычному стандарту. Все требования, да, это начиная, допустим, от площади залов для занятий спортом, наличие бесконтактных термометров, это значит обязательное проведение уборки, генеральной уборки, это обязательное проведение дезинфекции после каждой тренировки, после каждого занятия, дезинфекции инвентаря, тренажеров, да. Это обязательное наличие СИЗов, масок, перчаток у персонала. Вот мы и преодолели еще один шаг к полному снятию ограничительных мер. И все же это не значит, что теперь посещение общественных мест абсолютно безопасно. Здесь уже каждый должен нести ответственность не только за себя, но и за своих близких. Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. Новое медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом получила Нерюнгринская центральная районная больница. В Минучреждение поступило 62 единицы новой техники. Это аппараты ИВЛ, рентгенодиагностический комплекс, система централизованного снабжения медицинскими газами, фибробронхоскоп и другое. Телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс стоимостью почти 22 миллиона рублей уже доставлен в больницу. И на днях начнется установка оборудования. Комплекс выполняет полный спектр рентгенографических и рентгеноскопических исследований. Широкий выбор анатомических программ позволит медперсоналу эффективно выполнять задачи. Поставляемое медицинское оборудование позволит повысить качество оказываемой медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, что позволит сократить сроки пребывания, снизить заболеваемость и снизить смертность населения от данной инфекции. Якутянка Дарья Лаврова завоевала 4 номинации в конкурсе «Миссис Россия-2020» и будет представлять страну на конкурсе «Миссис Мира». За главную корону боролись 46 россиянок со всех уголков страны. Как отмечают организаторы, самой младшей участнице 22 года, а самой возрастной 51. Якутянка по итогам конкурса завоевала сразу 4 ленточки и 3 диадемы. Одна из самых значимых – народная «Миссис Россия» за победу в интернет-голосовании. На сайте конкурса за якутскую артистку проголосовали более 8 тысяч человек. После завершения церемонии директор конкурса сообщила участнице из Якутии, что она попала в число 7 россиянок, приглашенных на конкурс «Миссис Мира». Об этом певица сообщила в своем инстаграм-аккаунте. Напомню, что за титул «Миссис Россия-2020» также боролись 2 представительницы города Алдан – Бочкарева Антонина и Мандур Карина. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь.